Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Мордовский блок новостей» или «Эхо Мордовии». Новости из жизни Республики Мордовия за осень 2019 года прокомментирует искусствовед, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Маргарита Ивановна Сурина. Но, Маргарита Ивановна, вот у нас... Так, да, ну, Ну, я... подождите, пожалуйста, я еще не задал вопрос. И, во-первых, хочу напомнить нашим телезрителям, что девиз нашей программы Петр Николаевич Тултаев придумал: пока мы будем безучастными, мало что изменится. А вот первая новость, хотел бы вас попросить комментарий, что две новости осени прошло, связанные с межнациональными отношениями. 20 сентября конференция национальной культурной автономии татар Якташлар избрала нового руководителя Шамиля Давыдова. А 23-25 октября прошел 7-й съезд Межрегиональной общественной организации мордовского, махшанского, рязанского народа. И вот хотел вас спросить, как у нас в Мордовии соблюдается равноправие конфессий, национальностей, есть ли у нас мир межнациональный в республике? Ну, судя по вот ощущениям, по тому, как мы живем в республике, по заявлениям, по сообщениям прессы, радио, телевидения, национальные каналы, которые у нас есть, судя по этому, я считаю, что в республике у нас довольно благоприятная обстановка. В принципе, никаких вот таких трений межнациональных проблем каких-то, я думаю, что этого у нас нету. И то, что прошел съезд мордовского народа, это, я считаю, очень положительный тот факт, потому что в нашей республике, и я думаю, вот следующая перепись 2020 года покажет, что мордовское население Республики Рязанская, Макшанская убывает. И вот традиции, у нас культура сохраняется в республике, она в некотором таком официальном каком-то виде. У нас вот такие яркие фестивали фольклорные, и костюм, даже вот судя по костюму, я всю жизнь занималась одеждой мордовской, он сохраняется уже больше в сценическом варианте. А вот в диаспорах, в областях, там, где живет вот Самарская, Ульяновская область, Нижегородская, там больше Пензенская, сохраняется костюм, вот там стараются как-то сохранять в том виде, в каком он был, держаться за свою культуру, держаться за свой язык, за свои традиции. Это очень показательно. И то, что прошел съезд, я помню, была на первом съезде, на втором съезде. Кстати, ко второму съезду мордовского народа было приурочено открытие музея мордовской народной культуры, которому вот исполнилось уже 20 лет. И, конечно, это положительно посмотреть, вот мы Мордва, вот мы макшане, рзяне, вот что у нас есть, вот у нас какие традиции. И порой, я помню, на первом съезде мордовского народа, когда вел этот съезд профессор Надькин, который безупречно владел литературным мордовским языком. Сзади нас сидел диаспора из Самара, потом рядом тут они сидят, что он говорит, мы не понимаем. То есть это говорит о том, что мордовский язык все-таки литературный, он создал в Институте мировой литературы, да, а то, что такой разговорный язык, он остался разговорным, то есть он не сложился вот в общенациональном. Поэтому, я думаю, у нас в республике очень большие языковые проблемы. Два народа, и тем более исчезает среда, в которой язык развивался, то есть это деревня, исчезает сельское население, и отсюда, а в городе, ну вот я мордвин, допустим, я мордовка, ирзянка, вот мои дети в школе, с кем им разговаривать? Там и ирзяне, и макшане, и армяне, и азербайджанцы. На каком языке говорить? На русском. В институт пойдет. На каком языке? Неизвестно, за кого замуж выйдет. Хорошо, если за ирзянина они будут между собой говорить. А так,
Поэтому вот языковая проблема, мне кажется, она в нашей республике никогда не решится. И эта проблема неразрешимая, потому что язык должен развиваться в среде и для чего-то, а у нас этой среды все меньше и меньше остается. И, наверное, в том числе тому положительному состоянию, вот, что касается Но в целом. положительно, я считаю, что наше правительство уделяет большое влияние и министерство, вот, которое было национальной политики, сейчас оно Министерство национальной политики и культуры, очень много выделяется средств для содержания национальных журналов, газет, печатается национальная литература на национальных языках. Правда, вот Мордовское книжное издательство тоже оно находится в очень сильном упадке. Но все равно это есть. К сожалению, очень мало сократилось вещание на национальном языке. Я помню, когда я была девочкой, и я, русская, я очень много знала мордовских стихов, мордовских песен, знала много мордовских слов, не потому что их в школе учили, мордовский язык, а потому что очень много было часов, большое время было отведено на вещание национальных каналов. И тогда по радио и читали произведения Кириллова, произведения Кузьмы Абрамова, рассказы национальные, и подолгу, и по многу, и в очень удобное время. Сейчас этого гораздо меньше осталось. И телевидение, ведь была редакция литературных драматических передач, были постановки на национальном языке. Конечно, этого вот сейчас стало мало, и это все, я считаю, не способствует развитию межнациональных отношений и вообще взгляд на культуру, на мордовскую культуру. В основном она развивается, это фольклор, это танцы, это песни, но, к сожалению, вот это все мы видим на фестивалях. И у нас вот сейчас прискорбно Институт национальной культуры, где создан был, специальное здание построено, где там мастерские, муфельные печи, наработана методика преподавания национальной культуры, национальных традиций в области декоративно-прикладного и народного искусства. Работа наших студентов занимали призовые места на многих фестивалях, на многих выставках. И сейчас институт, поскольку там бюджетные места сокращены, оплата за обучение в этом институте на многих факультетах очень большая, и, короче, институт находится в плачевном состоянии. Поэтому, конечно, в школах сейчас переводят их на новые программы, где сокращаются тоже часы на вышивку национальную, на изучение национальных традиций в художественных школах. Я думаю, это было то, чем гордилась наша республика. Это было то, что у нас очень ярко, показательно развивалось. И сейчас, вот в последние годы, мы видим, как это все сокращается, и это ведет не на пользу. Так мы будем Иванами, отца непомнящими, потому что вот это все уходит, и на это все меньше внимания обращается. Глобализация, она захватывает нас, надо как на Западе, надо болонскую систему, надо как у них, чтобы наше образование котировалось там. А наше-то что? А наши песни, наша культура, наши традиции, они сейчас начинают забываться. Чем сейчас, если раньше мордовские вышивальщицы, мордовские мастера, они питались от народного творчества, от народных костюмов, от народной природы. Сейчас они питаются гламурными журналами, картинками из интернета, и мы видим, но от этого никуда не деться,
и изменяются ткани, изменяется материал, поэтому мы видим, как фольклорные ансамбли выходят уже и в шелковых нулах, в каких-то... Изменился бисер, нет такого, какой был раньше, по цвету, в парчевых костюмах. То есть они сшиты по бордовской традиции, но живой как жизнь, народный костюм тоже изменяется. И традиции, конечно, они начинают забываться и уходить. И очень мало людей, которые помнят, как это было, как это надо. И порой мы видим такие грубейшие ошибки, даже на картинах наших художников, даже порой в подстановках национального театра, когда на мордовскую, на рязанскую рубаху, на макшанскую рубаху одевается ирзянский пулай, и художник-постановщик считает, что это в порядке вещей. Он говорит, а ирзянских рубах нет, а макшанские еще делают. А на что нам одевать пулай? И вот такое смешение, то есть уже вот такой чистоты, традиций, их уже все меньше и меньше. Вот вы описали сферу ответственности министра, отвечающего за культуру, национальную политику, архивное дело. 9 декабря подал в отставку Анатолий Михайлович Чушкин, и вместо него будет первый его заместитель Светлана Никитовна Баулина, которая раньше управление культуры в администрации возглавляла. Какие у вас воспоминания о прежнем и какие, может быть, пожелания вы можете дать новому? Ну, я хочу сказать, Анатолий Михайлович Чушкин, он ведь был министром по национальной политике, да, и, по-видимому, в национальной политике он разбирался. Вот. Судя, что в национальной политике у нас там таких уж каких-то ляпов, чего-то плохого, ничего не случалось. Я думаю, он разбирался, был прекрасным чиновником и руководил. Но я хочу сказать, что культуру он не только не знал, он ее боялся. И вот доказательство тому, что ни на одну премьеру, ни в театре оперы и балета, на премьерные спектакли, ни на театре русском драматическом, ни национальном. Я, например, я очень люблю театр, я люблю выставки, концерты, я все это посещаю, я его почти никогда не видела. Нет, а раз не ходит министр, не ходят его замы, не ходят его заведующие отделами, не ходят методисты, и о культуре они судят только по интернету. А в интернете можно, если умело иметь умелого оператора, можно делать прекрасные картинки, писать грамотные умные подписи, и у тебя будет все хорошо, организация твоя работает. А как на самом деле? Он пришел работать с культурой, он не посетил учреждение. Я тогда была заведующим музеем мордовской культуры, он не пришел в наш музей. Вот я в 45 лет в культуре, и на моей памяти было 8 или 9 министров. И каждый министр начинал свою деятельность с того, что он приходил во все учреждения, знакомился с их проблемами, с их положительной работой, встречался с коллективом, и каждый министр, он знал своих подчиненных, многих. Вот. Не такая уж у нас большая республика. Вот, к примеру, Николай Иванович Меркушкин, он знал очень многих руководителей хозяйств, сельскохозяйственных, директоров заводов. Он знал многих, он знал почти всех руководителей учреждений культуры. Он не министр культуры был, но он всех нас знал. И знал ведущих каких-то специалистов. Он всех знал. По лицу Анатолия Михайловича Чушкина я вижу, он никого не знает, он боится. Он идет по коридору, вот если его предшественник, ну, Шарапов был, а потом до этого Петр Николаевич Тултаев долго. Он шел, он со всеми здоровался за руку, он всех знал, его все знали. А здесь, я думаю, его все и не знают. Вот недалеко ходить не надо. Он подал в отставку 9 декабря.
А не далее, как 27 ноября, состоялся очень большое культурное событие нашей республики. Мордовской республиканской национальной библиотеке имени Пушкина было 120 лет. А почему такое важное событие? Потому что это первое учреждение культуры, которое было в нашем городе организовано 120 лет в Мордовии и в республике, да. И вот такой библиотеки, а библиотека – это мозги любой культуры, любого города, любого народа. И ей 120 лет. И пресс-конференция, на которую приехали руководители из других регионов, из Министерства культуры, ведущих библиотек страны. Что такое пресс-конференция? На пресс-конференции свою позицию высказывает. Ее должен вести министр культуры. Он должен быть там. Он объяснит свою позицию. А его не было. Я видела, как директор библиотеки с лица буквально сошла. Как это так? Конечно, потом он пришел на научную конференцию, которая следом шла, но ведь на научной конференции выступать с докладами, а говорят все именно на пресс-конференции, перед прессой, перед гостями. Все высказывают свою позицию, а его в это время не было. И я желаю новому руководителю, ну, если будет Светлана Никитична, если ее утвердят, она человек опытный, она руководила культурой города, и поэтому я знаю, что она вот человек неравнодушный. Не надо меня дергать, я занята, меня записывают. Угу. Вот, и я думаю, что она будет по-другому. Но как был Анатолий Михайлович, я думаю, это было очень плохо. Это очень плохой пример. Вот. Ну, сейчас он будет работать в Краеведческом музее, возглавлять его. И я думаю, что вот он окунется в культуру, хочешь не хочешь, его заставить. А музей – это и хозяйство, это и хранение, это и наука, это и выставки. И я думаю, если он будет неравнодушно к этому относиться, если он полюбит музей, все будет хорошо. А если позиция будет прежняя, тогда, конечно, я не завидую Краеведческому музею. По результатам 2018 года Мордовия вошла в тридцатку лучших субъектов по качеству образования, то есть в середине, а 27 августа Владимир Дмитриевич Волков на Республиканском образовательном форуме поставил задачу Мордовии войти в десятку лучших региональных образовательных систем России. Получится ли у него и что для этого надо сделать? Ну, я хочу сказать, что у нас всегда, вот даже судя по тому, как поставлено было образование в школе, по качеству преподавания предметов, всегда и в Саранске, и саранские студенты, и мордовские, они всегда были на хорошем счету. И, конечно, а сейчас вот у нас лицей для одаренных детей, естественно, научный лицей при университете, да, и вот эти все учебные заведения, они невольно тянут за собой и другие образовательные учреждения. У нас очень хорошие есть и 4-й лицей, и 7-й вот лицей замечательный, на Химаше находится, и там много вот таких победителей Олимпиады. Я часто вот была в жюри на Олимпиадах, и я знаю, какие есть дети у нас одаренные, как с ними работают педагоги. Поэтому я вот на это смотрю очень оптимистично и солидарно в этом плане с Владимиром Дмитриевичем Волковым. Потому что сколько у нас вот Саша Утешев, какой замечательный был парень, да, на каких он олимпиадах занимал первые места. И сейчас наши ребята, они входят в команду, куда входят петербургские и московские школьники, и среди них есть и школьники из Мордовии, из такой маленькой, крохотной республики. Это, конечно, почетно, и это вызывает гордость за наше образование.
7 августа Федеральная служба госстатистики опубликовала таблицу ежегодную, и там по суммарному коэффициенту рождаемости число родившихся детей на одну женщину Мордовия, ну по крайней мере с 2012 года, стабильно на втором месте с конца. Почему такое у нас? Я думаю, вот и сегодня Путину об этом задавали вопрос, и вопрос демографии очень остро стоит в России, а в республике у нас очень низкий жизненный уровень. Это самая главная причина, да, очень маленькие зарплаты, низкие зарплаты. И хотя в среднем по стране, говорят, учителя получают там по 38 тысяч, и врачи по 40, где-то около 40 тысяч. Это неправда. На деле это все гораздо меньше, и поэтому никакая женщина, сколько стоит образование, а сколько стоит содержание ребенка в детском саду, а сколько стоит детская обувь и одежда, об этом надо знать, и это все ведет к тому, что многие женщины не хотят заводить. Дай Бог, если одного родят, если есть семья. А если одна она, а сейчас очень много тенденций идет, вот такие гражданские браки, ненадежное положение женщины, незащищенная, у нее нет плеча, на которое она могла бы опереться, кроме если только престарелых родителей. И поэтому, конечно, рождаемость очень низкая. Потом всегда Мордовия, она была и прирастала за счет села. А в селах, да и в городе, вот до 50-60-е годы были семьи 6-7 человек, а в селах было сколько родиться, сколько Бог дал, столько. Не все выживали, но всегда было много детей в селах. Сейчас, к сожалению, село уже другое, село уже умирает, село сокращается, и, естественно, и прирост населения, и рождаемость, она очень сильно упала. Кроме того, вот эти кризисы, демографические ямы, это все вот нестабильность, вот чувство нестабильности. Мы ни от чего не защищены, кругом жулики. Вот мы, советские люди, мы привыкли верить всему, что говорят по радио, пишут в газеты, показывают по телевидению, но это все не так. И вот это все создает, конечно, обстановку неуверенности, а женщина будет рожать детей только тогда, когда она чувствует полную уверенность и защищенность. Этого, к сожалению, ни в нашей республике, ни в другой стране, ни в других регионах пока еще не наблюдается. Кроме исламских республик, Дагестана, Чечни и так далее. Осетии, Кабардино, Балкарии, это только там. 26 сентября прошло заседание правления Республиканской общественной организации «Союз женщин Мордовии» и избрали нового председателя, который была заместителем, Ольга Игнатова. Она 30 лет работает директором Центра детского творчества номер 2, заслуженный работник образования Мордовии, депутат Совета депутатов Саранска, член партии «Единая Россия», мать 2 детей. Как вам кажется, какие основные сейчас проблемы вот с нарушением, возможно, прав женщин в Мордовии? Соблюдается ли равноправие или, может быть, ущемляют женщин при назначении на какие-нибудь руководящие должности или что-то еще вы скажете? Я думаю, что, в общем-то, женщин Мордовии у нас никто не ущемляет. И задача, наверное, Ольги будет, ну, просто организация женщин, да, обсуждение каких-то общих вопросов, проблем. Я думаю, проблемы медицины, да, проблемы, те же проблемы рождаемости, те же проблемы обучения языкам, да, детей Ирзянскому, Макшанскому, как учить, сколько учить, чего. Я думаю, вот эти проблемы должны стоять перед вот этим союзом женщин Мордовии. Ну а в праве вообще женщин, конечно, их меньше принимают, с меньшей
охотой порой принимают. Хотя сейчас о женщинах, то есть заговорили как о более ответственных, о более исполнительных, о более работоспособных членов общества, чем о мужчинах. Вот недавно я прочитала, психолог один писал, оказывается, вот женщина от мужчин отличается чем? Поскольку она должна воспитывать детей, охранять их, оберегать, женщина в своей памяти может держать до 15-10 различных задач. Вот. Накормить ребенка, тут сварить, тут убрать, тут не забыть положить ему тетрадь. Мужчина может 3 держать. То есть мужчина более прямолинеен, более ограничен. Вот он, если что-то делает, делает основательно, не нервничая, не рефлексируя. А женщина, она может вот накормить, убрать, купить. Она все вот эти мелкие дела очень много в памяти делает. Ну, такой анекдот расскажу, как грешники, не грешники, а праведники попали в рай. Их встречает архангел Гавриил, ведет их экскурсию по раю, показывает, вот у нас тут река забвений, вот у нас тут дерево познания добра и зла. Они говорят, а где там Богоматерь увидеть? Он говорит, а вон под деревом старушоночка сидит, вяжет. Они к ней припали на колени. Богоматерь, слава Богу, дала нам мир, принесла нам сына, искупившего наши грехи. Она говорит, да, да, да. Между прочим, хотели девочку. Жалко, что не получилось. А вот на протяжении жизни какие вот предрассудки в отношении женщин, с которыми вы встречались, может быть, больше всего вас раздражали или возмущали, или обижали? И как вы относитесь к феминизму? Ну, какие предрассудки? Во-первых, я вот как руководитель, конечно, всегда, ну, мы старались вот как-то очень лояльно относиться. Женщины уходят в декрет. Женщины рожают детей, и если у нас в музее были, например, женщины, которые имели 3 детей, 2 детей, но мы старались на это как-то мириться с этим. Конечно, сотрудник уже, такая мать была никаким, да? Вот. И, кроме того, больничные листы. Но что делать? Это главная наша функция. И поэтому, скрипя сердце, приходилось с этим мириться. Ну, а я знаю, что во многих учреждениях, и со мной такое было, когда я, окончив университет, я мечтала работать в архиве. Но жизнь вот так повернулась, что... Слава Богу, меня туда не взяли. То есть директор со мной побеседовал, узнал, что я только вышла замуж. Она решила, что я скоро уйду в декрет, это непреложно. И, конечно, брать меня не взяли. И слава Богу, что не взяли. Жизнь моя стала развиваться по тому пути, по какому должна была развиваться и идти. Но вот такие не предрассудки, а предубеждения, то есть не любят женщин на работе с детьми, потому что у них есть льготы, их 1 сентября они имеют право не выходить на работу, вести ребенка в школу, они имеют право там брать больничный и так далее и тому подобное, и декрет. Сейчас все большой стал. Раньше ведь, вот я помню, когда я дочь родила, это было всего-то только 72 дня, и все. И я вышла на работу, оставив маленького ребенка. Ну хорошо, у меня мама была, это вот такая поддержка. А у кого этого нет, а у кого детей много, это, конечно, плохо. Вот такие предубеждения. Ну а в принципе, женщины, они более исполнительные, более ответственные. Мужчины часто смотрят легко на какие-то проблемы, да, вот, они более аккуратные женщины, и если кто-то думает не так, то далеко не прав, очень даже не прав. А к феминизму? А к феминизму как вы
Что такое феминизм? Вот движение, когда женщины объединяются с требованием большего равноправия, да, чтобы... Ну, вы знаете, я считаю, что Не актуально, да, женщина это? уже априори, она, по сути дела, она очень много уже забрала от мужчин. Она уже выбирается в парламентах, и в нашей стране всегда какая-то квота соблюдалась. А сейчас и в английском даже парламенте, чего не должно было быть, тоже есть женщины. И, в общем-то, уже женщины, я считаю, они себе набрали столько, многие слабые мужчины, они выпустили из рук многие бразды палки. И домом управляют женщины, и семьей управляют женщины, и на руководящих постах уже женщины куда еще. Кроме того, сейчас вот на Западе идет такое поверье о сексуальном домогательстве. Вот очень много там скандалов было, началось это все с Голливуда, сексуально он на меня посмотрел, он меня взял на плечо, упаси Бог, у нас считается, если мужчина открыл дверь женщины, пропустил его, это хорошо, мужчина воспитанный, если он уступил ей место, если он перед ней снял шляпу и встал, это все замечательно, это воспитанный мужчина, это мужчина. А на Западе, оказывается, это сексуальное домогательство. И мне никак это не нравится. Пусть мужчины улыбаются женщинам, пусть им хочется потрогать их за какую-нибудь часть тела. Это естественно, это нормально. Лучше, чем будет тянуть их к другому полу. Это все нормально. И я считаю, бороться с этим не нужно. Ну, конечно, есть порой секретарь, сотрудники многие зависят от своего начальника, и есть такие и домогательства случаи, но в принципе, в целом, в основном, мужчина есть мужчина. Это природное такое тяга к женщинам. Женщина есть женщина. Это будет всегда. Это неискореняемо. И если мы, как на Западе, взглянул, значит, домогательство, открыл дверь домогательства, я считаю, это очень плохо. За это не надо бороться. А вот если, например, следующим главой республики будет претендовать женщина, вы бы приветствовали это? Я об этом как-то не думала, но вы знаете, если толковая женщина, вполне может быть, но вы понимаете, вот главой республики, вот брать на свои плечи огромный груз, вот женщине не всегда это в силу ее эмоциональных, вот психофизических таких особенностей, она может быть руководителем небольшого учреждения, но не самого большого, но быть главой это очень ответственно, это очень нужно иметь в олове, что называется, здоровье. Женщина по своим психофизиологическим даже каким-то моментом у нее часто меняется настроение. И я думаю, что женщине не надо вот в такие сферы идти. Хотя есть и Ангела Меркель, и Маргарет Тэтчер пример, и других женщин. Но они, я считаю, они уже не женщины в этом плане. Вот. И поэтому здесь вот все-таки выдержка, здоровье, напряженность работы. Вы посмотрите вот у Путина, вот на Волкова, на любому руководителю вот такого большого учреждения, большого региона не позавидуешь. И многие критикуют там, чего. Не надо об этом говорить, потому что это очень тяжелый труд, это очень большая ответственность. И на это надо иметь особую психику, особое здоровье и особый склад, еще государственный склад ума.
Вот у нас статистика есть, что в Саранске 30% населения, 105 тысяч человек, пенсионеры. В Мордовии 256 тысяч пенсионеров. И вот по инвалидам, вот потому сейчас переведу цифру, в Мордовии 69 тысяч почти пенсионеров, самая тяжелая первая группа 10 143. Насколько у нас город приспособлен к тому, чтобы по нему передвигались вот, ну, очень пожилые люди, которые, допустим, без палочки трудно передвигаться, и вот десятки тысяч инвалидов. Или мы не думаем о них? Вы знаете, я хочу сказать, в принципе, вот пенсионеры и инвалиды, вот я сама сейчас вот уже больше чем полгода перешла в ранг пенсионеров, мы меньше ходим в город. Мы меньше ходим, и если вот я смотрю, до смешного доходит, у нас вроде доступная среда для инвалидов. И каждый вот маленький магазинчик делает пандус для пенсионеров, Заставили. для инвалидов заставляет. Но у них нет места, там идет тротуар, поэтому пандус под углом 60 градусов, да, вот, он, значит, там не то, что инвалид, не то, что пенсионер, там нормальный спортсмен по этому пандусу поднять не может. Кроме того, вот недавно в соседнем нашем доме, через дом от меня, начали чего-то рыть, строить, все лето там рыли, строили, думаю, что это такое? Оказывается, там сделали огромный такой пандус и в подъезд, да? И я иду и говорю, а почему в вашем подъезде? Они говорят, в нашем подъезде инвалиды живут и хохочут жители этого подъезда. Они говорят, ну, самое интересное, что тут-то они съедут, они живут на 5-м этаже. На чем они съедут с 5-го этажа? То есть доходит до дури и до смешного. Да, я согласна, что в поликлинику нужен такой пандус, нужны подъемники. Там, ну, если в музей, вот музей Эльзы, там есть подъемник, там есть лифт. Но вы знаете, мне кажется, за все время существования хорошо, если 3 раза им пользовались, да. В основном инвалиды, им помогают люди, они редко выходят на улицу, вот, и поэтому вот эта доступная среда, пусть большие магазины, да, можно войти, но какие-то вот каждый маленький магазинчик, каждая аптека или каждый магазин, где продают женское белье гламурное или какую-то одежду модную, зачем туда инвалиду? Ему нужно идти в аптеку, ему нужно идти в поликлинику, вот. Ему нужно вот такие вот вещи, за хлебом, за молоком, куда он может зайти. Вот прекрасно у нас вот на юго-западе магазин «Спар». Там нет никаких ступенек, там сразу вошел и двери самооткрывающие. Вот туда пенсионер, инвалид с удовольствием войдет. Но когда вот такие вот маленькие магазинчики в жилых домах с какими-то несуразными пандусами, я считаю, я против этого. 8 сентября прошли выборы во всех районах Мордовии, кроме Саранска. И вот, допустим, из 392 кандидатов от «Единой России» все, кроме 2, победили. И всего участвовало 1044 кандидата, а наблюдателей в 2 раза меньше. Вот первый вопрос, конечно, такой провокационный, не обязательно отвечать, верите ли вы в честность этих выборов, а во-вторых, как вы считаете, почему вот у нас так мало наблюдателей, почему вот люди такие, как я, которые не уверены в честности выборов, даже уверены в нечестности выборов в Мордовии, почему мы, вот такие, как я, сотни тысяч людей, не идем наблюдателями, ленимся участвовать в контроле за выборами, в выдвижении каких-то кандидатур для участия в выборах, потому что выборы, депутаты распределяют всю собственность, которая есть в республике, все бюджеты, выбирают приоритеты финансирования. От них зависит наша жизнь. А вот такие, как я, получается, сотни тысяч, мы ленимся участвовать вот в такой выборной политике. Здесь не то, что ленность, здесь уже усталость. То есть и вы, и многие люди, я думаю, понимают, что от них ничего не зависит, они ничего не могут сделать. И единая машина, это тоже настоящая государственная такая машина, да, которая
вот она заведена, как у нас была. То есть мы не можем уйти от традиций. Вот традиции КПСС, да, правящей партии, и сейчас у нас правящая партия Единая Россия. То есть мы вот от этих стереотипов, вот, ну, есть там КПРФ, есть там Жириновский, есть там другие партии, но я думаю, это просто чисто декоративные партии, чтобы показать, что у нас демократическое общество. На самом деле у нас правящая партия одна, Единая Россия. Кто не с нами, кто не с ней, тот нигде. И поэтому другие партии, если бы они объединились, они не хотят объединяться. И вот это вот неверие, что от тебя что-то зависит, тратить время на то, что просто ни к чему не ведет, люди на это, я думаю, не хотят, и этим и не идут ни в наблюдатели, никуда. 7 сентября новый у нас министр внутренних дел Борис Маркович Шенькин, до него был Юрий Васильевич Арсентьев, и вот новый министр привлек из Москвы двух своих, вот, видимо, подчиненных, которые теперь один управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Мордовии, а другой полицию Саранска возглавил вот люди из Москвы, которым, видимо, он доверяет. Какие у вас, вот, может быть, итоги вы могли бы подвести руководство предыдущего министра, какие пожелания могли бы дать новому? Если в культуре я о чем-то могу говорить, Об этом никто не то разбирается. в Министерстве внутренних дел, в борьбе с коррупцией, я, конечно, полный профан, и поэтому лучше я не буду отвечать на этот вопрос, и я просто не буду говорить о том, о чем я не знаю, не имею понятия. А безопасность на улицах, которую вы ощущаете в общении с другими людьми, она вот год от года улучшается или она стабильна? Ну, если я вот гуляю в лесу, то вот в последнее время перестали, там патрулирование ходят. Вот у нас по лесу, по юго-западному, летом мы гуляем, мы видим и с собакой всегда 2 человека после 6 вечером они проходят, и это отрадно, это приятно. И по улицам, и по дворам я вижу, все-таки патрулирование осуществляется. Ну и я думаю, что от того, что сейчас домофоны появились, да, везде, вот как-то ты больше себя защищенным, меньше хулиганства стало. Раньше, чтобы там пойти девушке вечером, 10 часов вечера, после 9, после 8. Сейчас я смотрю, и в лес ходят подростки, гуляют там, и по улицам дети играют, во дворах. В общем, раньше это было опасно. Сейчас, я думаю, все-таки вот с таким хулиганством взрослым все это покончено, и такого уже в городе, ну, я не знаю насчет республики, но все-таки нет. Больше вот жуликов каких-то, больше аферистов, вот так людей обманывают, отнимают деньги, еще что-то. Но такого хулиганства и разбоя, какой был, например, в 60-е годы, это был создан комсомольцами города оперотряд. Потому что такие были драки, такое было хулиганство. На улице после 7 часов выйти было страшно. Сейчас, конечно, если сравнивать, такого нет. Ну, вот такой философский вопрос. Когда каких-то людей что-то возмущает, они протестуют против этого. В частности, осенью сотрудники 2 коммунальных организаций протестовали против 4-месячной задержки зарплаты. В частности, одни из них перегородили бульдозерами въезд на мусорный полигон. А вот если брать международный опыт, то осенью в Нидерландах, в Германии, в Праге, в Вильнюсе проходили многосоттысячные митинги с участием тысяч тракторов, комбайнов, и сельхозтехники, которые создавали заторы, пробки, парализовали города, столицы. Ну, во Франции вон против пенсионной реформы, Да. как во всех городах протестуют. Вот как нам научиться тоже быть терпимым, когда вот наши, получается, соседи или жители нашего города протестуют против незаконного нарушения их
прав, и они создают трудности нам для жизни, но мы должны как бы терпимо относиться. Ну, я тут ничего не могу сказать, вы какой-то двоякий вопрос задаете. Но, понимаете, мы слишком еще советские люди, мы слишком еще помним прошлые времена, и у нас вот таких массовых протестов практически нет. Ну вот компании, вот им не платили деньги, вот все они вышли. Я помню, сами мы вот 10 лет назад решили у нас строить вместо домов, вот здесь около больницы, бензоколонку. Уже вырыли котлованы, уже залили туда, закопали там цистерны с бензином, да. И вот тогда как-то поднялось народное возмущение, да, потому что здесь рядом больницы, здесь рядом детские сады, здесь рядом хлебзавод, молочный завод и бензоколонка. А вдруг она взорвется, да, и что будет? И вот тогда собрали подписи, тогда писали письма, тогда обращались в комитет женщин, вот. Был как раз съезд женщин мордовских. И тогда вот перегородили улицу. Вот тогда как-то люди